«1917 год. После февральской революции резко усиливаются контрреволюционные и националистические течения, особенно на окраинах бывшей царской России. Возникшее в это время на Тереке правительство Союза Объединенных Горцев пытается привлечь под свои знамена всю разноликую контрреволюцию. Чтобы подавить растущее революционное движение, оно добилось возвращения из-под Петрограда на родину дикой дивизии. События, отраженные в фильме, являются предвестниками тех ожесточенных боев, которые развернутся на Тереке в период гражданской войны. Возвращением на родину, господа! Ура! 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 А знаешь, дорогой Дзако, я кое-что для тебя привез. Ружье заграничное. Что ты, Измаил? Оно, наверное, немалых денег стоит. Оставь, дорогой Дзако. Мы же друзья. Все эти годы я вспоминал, как мы ходили на тура. Спасибо. С кем танцует твой сын? Это дочь моего соседа Дзако. Вон он сидит. Не слыхал о нем? Нет. Отличный охотник. Сколько в ней благородства. Хоть и простолюдинка. Предлагаю тост, господа, за храброго воина нашей дивизии, за моего старого друга, полковника Зандара. Уважаемый Дзандар, Союз Объединенных Горцев надеется, что вы еще послужите своей родине, Кавказу. Солтанбек, это правда, что ты организуешь отряды бедняков? Правда. Только не я один. И много вас? Бандитов. Брат, в такой день можно быть и повежливее. С голодранцами? Они хотят захватить наши земли. Земля должна принадлежать всем людям, Измаил. Я рад видеть и слышать вас в моем доме. Там, на полях сражений, я не всегда верил, что вернусь живым. Но судьба отнеслась ко мне благосклонно. В день возвращения на родную землю я хочу выпить за наше Отечество, за его спокойствие и святые устои. А теперь пригласите молодых офицеров. Я хочу предложить им бокалы.
Господа, послушаем младших. Слово старших для нас закон. За наш народ. За весь народ. В том числе и за бедняков. За голодранцев тоже. Вы что, на митинге большевиков, поручик? Сними погоны, наглец. Сниму, когда надо будет. Простите, что омрачил веселье. А почему эта гармошка замолчала? Наполните бокалы, господа, за молодежь, достойную своих отцов. За молодежь. Мама. Султанбек, иди ужинать. Отец ждет тебя. За ваше здоровье. Вот только напрасно ты ссоришься с друзьями. Каждый считает своего коня другом до тех пор, пока на нем ездит. Прости, отец, мне надо идти. Подожди. Опасное дело вы затеяли. Отец, мы отступать не намерены. Так и враги ваши не отступят. Они за свое добро цепко держатся. И сила на их стороне. Была на их стороне. Подумай, ведь мы живем на их земле. И надрываетесь с утра до вечера на чужих полях. Разве не от этого умерла наша мать? Отец, извини меня, я пойду. Да сопутствует вам удача. Здравствуй, мама. Прости и благослови. Добрый вечер. Вечер добрый. Здравствуй, Султанбек. Добрый вечер, дорогой Казбек. Здравствуй. Рад тебя видеть, Батарас. Я тоже. Все собрались? Пока еще нет. Должны приехать из Алагира и из Архонки. Вот-вот подойдут. А вот и они. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Все в сборе. Можно начинать. Друзья, мы опять собрались, чтобы решить, наконец, как нам быть дальше. Временное правительство обмануло народ. Крестьяне по-прежнему страдают от безземелья. Повсюду произвол и жестокость. Хуже некуда.
Возьмем, к примеру, Камбулата. Недавно у него Таубиевы отняли последний клочок земли за долги, а ему 4 детей нечем кормить. А мы сидим, сложа руки. Но у нас нет ни людей, ни оружия. Как нет людей? Люди есть. Но они разобщены. Теперь мы должны сплотиться. Союз объединенных горцев, организованный контрреволюционерами, пытается образовать самостоятельное государство на Тереке и оторвать нас от революционной России. Этого допустить нельзя. Нужно во всех селах, во всех аулах создать партийные группы, боевые отряды крестьянской бедноты, которые пойдут до победного конца за большевиками, за Лениным. Это единственно верный путь для бедняков. Так поклянемся, что наша маленькая группа сделает все, чтобы превратиться в боевую организацию трудового народа Осетии. Клянемся! 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 Революционный отряд крестьянской бедноты постановляет конфисковать у Хазби Таубиева в пользу обездоленных крестьян 2000 десятин земли, 300 коров и 100 лошадей. Правильно, так кому и надо! Хватит ему пить нашу кровь! По святой Аларды, покарай обреков! Убирайтесь! Если этот угнетатель честных и трудовых людей добровольно не отдаст награбленное, против него будет применена неумолимая вооруженная сила народа. Вы незаконно ворвались в мой дом, на чужое добро заритесь, бандиты. Я буду жаловаться. Ключи! Тьфу! А теперь разбирайте лошадей, скот и все на поле. Будем делить землю. Камбулат, выбери себе 2 добрых коней. Бери, бери. Они нужны тебе. Здравствуй. Добрый день. К Александру Михайловичу? Да. Он ждет вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Увидимся позже. Всего хорошего. Я буду на митинге. До свидания. Мы будем ждать. Угу. Как передовица, Курманыч? Скоро закончим. Ага, очень хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, садитесь. В ответ на вашу просьбу Владикавказский комитет большевиков решил направить к вам 2 товарищей. Они вам помогут. Это люди опытные. Ну как? Отлично. Спасибо. Александр Михайлович, у нас еще просьба. Мы хотим, чтобы о нашем отряде, о наших делах все люди узнали через газету. Мы вот тут написали. Очень хорошо. Как вы считаете, не пора ли нам перейти к более активным действиям? По-моему, вы к ним уже перешли. Мы хотим призвать весь бедный люд Осетии отбирать у богачей земли, леса, скот. Понятно. А вы подумали, чем сейчас могут кончиться подобные действия? Вы ведь знаете, сколько контрреволюций на Тереке. Так что же, сидеть и ждать? Наоборот. Действовать. Разъяснять необходимость коренных изменений. Готовиться к ним. Развенчивать контрреволюцию. Собирать силы. Вот вас сколько теперь всего? Уже 300 человек. Пока маловато. Так что, дорогой Султанбек, я думаю, время для решительных действий еще не наступило. Одну минуту.
В работу. Ваша статья появится в завтрашнем номере. А как насчет литературы? Я тут для вас отложил замечательную брошюру Ленина. В ней вы найдете ответы на многие интересующие вас вопросы. Доброе утро, папа. Здравствуй, отец. Доброе утро. Помните, как вас наказывали в детстве, когда вы опаздывали к последнему удару? Да. Я благодарю судьбу за то, что мы вернулись живыми. И пусть минует наш дом все невзгоды этого тяжкого времени. Пойдем. В тот раз нехорошо получилось. Надо быть сдержаннее на людях. Сдержаннее? Читай. У нас под носом организовали банду из босиков. С большевиками спелись. Собираются делить наши земли. А его друг, Салтанбек, один из главарей. Бандит. Оскорблять человека только потому, что он из бедной семьи, не делает чести. Кстати, в университете все равнялись на него. Не суй свой нос куда не просят. Бандиты они. Отец, я уже тебе говорил. Только Союз Объединенных Горцев предлагает единственно разумный выход в это смутное время. Создать на Тереке свое государство. Не верю я в такую самостоятельность. Не верю. Отец, не забывай. Только в Осетии одних генералов и офицеров около 3000. Когда у нас будет свое государство... Его тут же продадут каким-нибудь англичанам или туркам. Мою! Прости, отец. Отец, завтра нас ждут в Союзе Объединенных Горцев. Я же еду сегодня. У меня дела во Владикавказе. Здравствуй, Зарета. Здравствуй. Хочу поговорить с тобой. Не торопись, подожди. Какая ты стала? Что же ты не смотришь на меня? Хочешь стать моей невестой? Я не шучу. Извини, я должна идти. Добрый день, Зако. Добрый день. Слушай, Зако, побереги своего сына. Пусть он не занимается глупостями и не связывается с бандитами. А за ружьем что не заходишь? Оно тебя ждет бельгийское. Спасибо. Меня устраивает и мое. А те люди, которых вы зовете бандитами, они бедным землю раздают. А что дают богатые офицеры? Ты тоже бунтовать решил? Тебе о Боге надо думать. А сына образуй, пока его голова цела. Ты лучше свою побереги. Бельгийское ружье. Нашел чем задобрить. На! Пардон? Без помощи извне нам не одолеть сбунтовавшиеся массы. Многие страны готовы оказать нам помощь.
Но при условии, если мы создадим на Тереке и в Дагестане самостоятельное государство. Хотелось бы услышать мнение Тагурова. Господин полковник, слово за вами. Я все слушаю и никак не пойму. Где ваша память? 400 лет наши предки прозябали в тесных ущельях гор. С помощью России мы вышли из каменных мешков. Русский царь дал нам землю. Мы пошли к нему на службу. Я понимаю борьбу со всякого рода смутьянами. Но почему самостоятельное государство? Кто это придумал? Вы удивляете меня, господин полковник. На нас надвигается хаос, анархия. Или вы хотите, чтобы ваши земли захватили банды бездельников, а наши головы оказались под красной гильотиной? Будь моя воля, я сам бы снял голову всем тем, кто помог расшатать устои нашей жизни, в том числе и вам, господин социалист. Я против обращения к иностранным государствам. Я присягал царю и русской армии. В моем роду не было клятвы преступников. Где царь? Где трон? Их нет уже. Но есть Отечество, есть Россия. За них я, мой отец и тысячи моих соотечественников проливали кровь. Отец, мы зря теряем время. Нам пора подумать о своих делах. У нас дома земля горит под ногами. Лучше бы я оглох. То, что вы предлагаете, равносильно самоубийству. Слишком многое нас связывает с Россией. Я согласен с полковником. Вы безумцы, вы бросаетесь в пропасть, господа. Как человек, которого попросили возглавить вооруженные силы Союза Объединенных Горцев, я считаю, господа, что у нас нет другого выхода. Только создав самостоятельное государство, мы можем отгородиться от большевистского влияния. Я глубоко убежден, то, что вы затеваете, повлечет за собой последствия, которые нам не простят наши народы. Не буду более задерживать ваше внимание, господа. Отец. Лук держи. Ха! Чего распелся? Не рано ли радуешься? И о чем, Дудар? Да все о том же. По ночам плохо спится. Ну? Ох, боюсь, не оставит нас в покое из-за этой земли. Времена другие, Дудар. Пусть теперь сам Таубиев боится нас. Не знаю. Пока власть у богатых, не будет правды. Вот то-то и оно. Мы ведь вздумали тягаться с самим Таубиевым. И правильно.
Мы долго терпели. Смотрите, сколько у них хорошей земли. А ведь она у них на выгон для скота. А почему у полковника Дзандара не отбирают землю? Боятся? Доберемся и до него. Живем, увидим. Эй, смотрите, казаки. Алихан, сбегай в село. На всякий случай дай знать нашим. День добрый, люди хорошие. Добрый день. Как вам живется? Живем. Копаемся, как жуки в навозе. На что жалуетесь? Я член Терско-Дагестанского правительства. Вы захватили чужие земли. Я тоже за то, чтобы у крестьян была своя земля. Поэтому мы и совершили революцию. Но все должно делаться по закону. Я со всей ответственностью заявляю, землю вы получите. Когда? Когда решит правительство Союза Объединенных Горцев. Когда будут созданы земельные комиссии. А пока освободите я тут. Кто нам дал землю, тот пусть и отбирает. А вас мы вообще не знаем. Вам ее дали бандитствующие элементы. Не надо так говорить о хороших людях. Поймите, землю вам дали незаконно. Я вас еще раз прошу. Я вам добра желаю. Добро свое себе оставьте, а нам землю. Я вас не понимаю. Сытый голодного никогда не понимал. Я сделал все, чтобы помочь вам. А ну, голодьба! Кончай базар разводить! Разойдись по домам! Нет, мы не уйдем отсюда! Не смей бить старика! Камбалат!
Смотри, все богатеи здесь, как сговорились, явно что-то задумали. Пора начинать. Камня на камне не оставь от них. Люди хорошие. Глубокая скорбь поселилась в наших сердцах. Ушел от нас Камбалат. Оставил детей с сиротами, жену вдовой. Но он был бы сейчас среди нас, если бы кое-кто не мутил воду в нашем селе. Вы знаете, о ком я говорю. Вот они стоят перед вами. Даже не постеснялись прийти сюда. Успокойся. Не слушайте этих смутьянов, люди. Иначе вас постигнет несчастье. А за Камбалата мы должны отомстить казакам. Око за око, кровь за кровь. Вместо того, чтобы мстить казакам, среди которых много таких же, как мы, бедняков, надо бороться против богачей. В этот траурный день я обращаюсь ко всем, кто еще не встал в наши ряды. Присоединяйтесь к нам. Что же вы стоите? Если здесь есть настоящие мужчины, они должны быть рядом с ними. Добрый день. Здравствуй. Добрый день. Здравствуй. Сегодняшняя. Тут статья Миронова. Ну-ка читай, Казбек. Союз объединенных горцев, организованный горскими верховодами, совместно с представителями казачьего круга и контрреволюционного офицерства создают батальоны смерти для борьбы с большевиками. Путем всевозможных провокаций они стремятся посеять рознь между русскими и горцами, а горцев поссорить между собой. Уместно задать вопрос, для чего все это делается? Что хотят эти любители половить рыбу в мутной воде? В смертельном страхе перед революцией, перед народом... Теперь сколько нас? За 500 перевалило. В первый раз? Да. Дай. Нажимай на курок плавно, смотри. Трудно это. Что? Убивать людей. Трудно. Но когда целятся в тебя, другого выхода нет. Без привычки тяжело. Не то говоришь. Привыкают убийцы, а мы революционеры. Мы должны стрелять хорошо, чтобы отвоевать землю и свободу. Давай еще раз. Отомстим за Камбалата! Вперед!
Смотри, капитан с пулеметом. Ну, теперь мы им сыплем. Стойте! Отсюда пойдем пешком. Со мной пойдут только Егор и Султанбек. А я? Бимбалат, ты уже многое сделал, предупредив нас. Тебе с Владимиром лучше остаться. Нет, я с вами. Стой! Бимбалат, стой! Казаки! Братцы! Они хотят отнять наши земли! Вперед! Осетины! Казаки! Не стреляйте! С вами говорить буду! Остановитесь! Господа большевички, Вы зачем, ваше благородие? Что? Молчать? Мерзавцы! Наган у него. Пусти! Что ты делаешь? Там же наши. Сейчас, потерпи. Скажите, сколько земли у вашей семьи? 3 десятины на 8 душ. А у вас? На 9 едоков и того меньше. Так зачем же вы ввязались в эту братоубийственную войну? Нам сказали, что они хотят отобрать нашу землю. Вы действительно хотели отобрать у них землю? Нет, мы мстим за Камбалата. Погодь, ребят! Кто убил Камбалата? Его убил капитан Роговой. Вот видите, как получается. Вы уничтожаете друг друга, а того не знаете, что это работа ваших классовых врагов, имущих казаков и имущих осетин. Вот против кого вы должны повернуть свое оружие. Да.
Господин управляющий, срочная телеграмма из Петрограда. Идите к своему аппарату и пока никому ни слова. Вы не будете сообщать об этом в газеты? Нужны подтверждения. Бывают и ошибки. Сообщение надо перепроверить. Ясно? Ясно. Трогай. Весть о событиях в Петрограде рано или поздно дойдет до публики. Необходимо создать общественное мнение. Короче, событиями должны управлять мы. Кстати, кто еще на почтамте знает об этом? Только телеграфист. Ему приказано молчать. Но на него нельзя полагаться. Сочувствует большевикам. Ясно. Попытки местной контрреволюции отвлечь трудовых горцев от величайшего события в истории человечества оказались тщетными. Подобно тому, как невозможно повернуть вспять воды буйного Терека, также невозможно остановить проникновение идей октября в массы. Товарищи, я только что прибыл со 2-го съезда рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, где Ленин объявил программу новой власти. Отныне все трудящиеся, независимо от национальности и вероисповедания, будут иметь одинаковые права. Объявляется мир с народами всех стран. Все богатства страны переходят в собственность трудового народа. Земля передается тем, кто ее обрабатывает. Необходимо противопоставить им наше мнение. Товарищи, от имени меньшевиков я заявляю, что единоличный захват власти большевиками есть политическая авантюра. Мы, меньшевики, отвергаем насильственные действия. У революции должна быть более широкая база. А что? Разве для этой базы мало пролетариата и беднейшего крестьянства? Или вы жить не можете без помещиков и фабрикантов? Вы, меньшевики, всегда стремились опереться на 2 стула. И, как правило, оказывались между ними. В луже. Мы также полагаем, что объявление мира злейшему германскому империализму – это предательство и измена России. А умирать бесправным рабочим и нищим крестьянам за интересы помещиков и капиталистов – это что? Высшее проявление патриотизма? Если им так хочется, пусть сами воюют. Я считаю, что наше дальнейшее пребывание в составе Совета становится оскорбительным для нас. Слово
Слово имеет представитель трудового крестьянства Салтанбек Тулатов. Товарищи, узнав о восстании в Петрограде, революционное крестьянство Осетии послало телеграмму на имя Ленина. Мы приветствуем в вашем лице рабоче-крестьянское правительство. Знайте, что и мы, сыны трудовой Осетии, жаждем осуществления лозунгов Третьей революции. Да здравствует решительная и окончательная победа трудового народа! Товарищи, революционные силы Терека вместе со всем трудовым народом России могут сказать: да здравствует Второй Всероссийский съезд Советов! Да здравствует пролетарская революция! Союз объединенных горцев при активной поддержке казачьей контрреволюции делает отчаянные попытки подавить революционные движения на Тереке. Реакция переходит в наступление. Замира, ты свободна. Как Бимбалат? Спит. Рана почти зажила. На моей памяти между русскими и осетинами никогда не было серьезных недоразумений. Зачем же вы затеяли эту провокацию? Хотели столкнуть их лбами. Да опять эти большевики вмешались. Не надо действовать негодными средствами. Я ненавижу эту нищую рвань. Их надо привязывать к столбам и хлестать плетью, как непослушную скотину. Ты слишком озлоблен. Отец, события в Петрограде меняют положение. Тебя все еще ждут в правительстве Союза объединенных горцев. Ты очень нужен. За тобой пойдут многие, медлить нельзя. Иначе мы скоро лишимся всего. Тебе письмо от генерала. Уже началось. Да, отец. Вчера во Владикавказе арестованы главари большевиков. Советы разогнаны. Нам поручено ликвидировать банду Салтанбека. Основная ее часть находится у Черной горы. Мы с ними покончим. Завтра же. Ни один не уйдет. А как с Бимбалатом? Мальчишество. Пройдет. Этот подлец его попутал. Пусть отлежится, подумает. А там видно будет. Пора ехать, отец. Скажи, чтоб седлали коней. А как быть с оружием, что лежит в сарае? Не торопись. Мама! Что, сынок? Прошу тебя, скажи, чтобы позвали Салтанбека. Что случилось? Мама, я прошу тебя! Ну, хорошо, хорошо.
Сюда. Салтанбека нет дома, я привела Зарету. Где Салтанбек? Уехал. Сказал, вернется дня через 2. Плохо. Мама, я должен ехать. Куда ехать? Что ты надумал? Мама! Вам нехорошо? Мерзавцы. Распустились. Ну ничего. Сочтемся как-нибудь. Но! Не послушалась. Я справился бы один. Ты ведь ранен? Пустяки, считай, что повезло. А что ты сказал отцу? Отвезу муку в отряд и вернусь. Он не пускал. Смотри. Откуда это? Из ящика. Разбился, когда грузил. Я прихватил с собой патроны до винтовок штук 30. Там они нужнее. Но! Стой! Кто такие? Бимбулат Тагуров. Сын полковника Тагурова? Да. А это кто? Моя невеста. Что везете? Да так, домашний скарб. Счастливого пути. Спасибо. Да. Не заблудитесь. Зарета, не оборачивайся. А ничего, девах, повезло княжескому сынку, а? Ваше благородие, патроны на дороге валяются. В масле. Видать, только что выпали. За мной! Проверить телегу! Стой! Зарета, держи вожжи! Стой, стрелять будем! Ну, быстрее! Быстрее! Для тех, кто только что подошел, повторяю главное. Во Владикавказе вспыхнул контрреволюционный мятеж. Руководство большевистской организации арестовано, совет разогнан. Одним из первых ударов предполагалось уничтожить наш отряд, но Бимбулат нас вовремя предупредил. Враги узнали о нашей базе, поэтому нам пришлось уйти в горы. Они попытаются захватить нас врасплох, а этого допустить нельзя. Пусть только сунутся. Расхрабрился. Они намного превосходят нас и вооружением, и численностью. Так что же, сдаться? Конечно, силы не равны. Но к бою надо быть готовыми каждую минуту. Поэтому приказываю усилить посты наблюдения, выслать дозорных, оружие и боеприпасы проверить. Все. Финал, подожди. Инал, до утра меня не будет. Отвезу Зарету домой.
Еще одно дело есть. Подкрадется, ты сердце грусть не томит, ведь все равно дважды жить не придется. Да на прощание гитару возьми, играй, гитара. Пусть песня льется, эхо веселей, не надо лишних слез и фраз. Живем мы в жизни только раз. Ай-лай-лай-лай-лай-лай-лай, проходит жизнь, как яркий сон. Ай-лай-лай-лай-лай-лай-лай, проходит жизнь, как яркий сон. Что тебе надо? Поговорить хочу. Откровенно говоря, твое появление несколько неожиданно. Ну что ж, очевидно, у тебя на это есть причины. Кури. Садись. Я слушаю тебя. Без шуток, Измаил. Говори. Ты ведешь дело к братоубийственной войне. Это ты. Ты ведешь со своими бандитами. Не с бандитами, а с народом, за счет которого вы купаетесь в роскоши. Не надо проповедей. Хочу предупредить тебя. Ни сброд в офицерской форме, ни предатели-националисты, никакое терско-дагестанское правительство не спасут вас. Уже ничто не остановит народ, который понял, на чьей стороне правда. Опомнись, Измаил, пока не поздно. Ты что мне предлагаешь? Думаешь, перетянул на свою сторону моего непутевого брата? Так и я пойду. Значит, война. Да, и беспощадная. Тогда еще один вопрос. Дай слово, Измаил, что не тронешь женщин, детей, в общем, семьи наших товарищей. Со своей стороны мы даем такое обещание. Ладно. Хотя то, что ты сейчас держишь под прицелом мой дом... Я пришел один. До встречи. А это, извини, я забираю с собой. Султанбек! Султанбек! Поднимайся. Что случилось? Утром село заняли кавалеристы. Мы еле ушли. Откуда они? Из Владикавказа. Многих наших арестовали. Твоих, Султанбек, допрашивают.
Измаил объявил, если не сдашься вместе с отрядом, Зарета и Дзако будут расстреляны. Сколько в селе всадников? Точно не знаем. Негодяй. Чего ты ждешь, Султанбек? Они расправятся с нашими. Предлагаю напасть на село ночью. Они не глупее нас. Наверняка на дорогах засады. Думаю, надо пойти на переговоры. Какие еще переговоры? Султанбек, а что если попробовать через сухую балку? Помнишь огороды? Когда-то мы напали на наших врагов неожиданно, когда играли в детстве в войну. А если и там засада? Я пройду этой дорогой, и если все в порядке, дам знать. Как? Увидите кусок материи на крыше нашего дома. Это тебе не детские игры. Я предлагаю немедленно освободить село. Нет, нельзя. Они только и ждут, чтобы мы попались на их удочку. И встретят они нас не пирогами и ракой, а пулеметами. Мы не боимся умереть. Умереть – дело нехитрое. Нет, друзья, мы не имеем права рисковать. Не имея данных разведки, мы потеряем отряд. Да, на него это похоже. А я ему говорю, любезный, вы проиграли пари. Что, язык отцов? Однажды с ним произошел совсем неприятность. Были мы в гостях. Ну-ка, Ну так, дружеская пирушка. Отвечай, я тебя спрашиваю. В сарае никого нет. Продолжаю обыск. Есть. Не молчи, старик. Плохо будет. Ваше благородие. Ну? Куда увели мою дочь? Скажешь, где скрывается сын со своей бандой. Отпустим ее. Не знаю. Врешь? Ведь он ночью был здесь. Не мог не сказать. Говорю, не знаю. Замолчи, тузан! Зачем вызывал? Прочитай. Нашел в планшете. Извините, но по-другому поступить я не мог. Если увидите на крыше флаг, сухая балка свободна, Бимболат. На сборы 10 минут. Выступаем все. Зря упорствуешь, старик. Знаешь, что я сделаю с твоей дочерью? Отдам солдатам. Неужели тебя мать родила? Я застрелю тебя, старик, как собаку. Где сын со своей бандой? Ну? Бежим, Дзако. В дом. Скорей. Стой! Стой! Что такое? Дзако, уходи через сад, я прикрою. Нет уж. Всю жизнь терпел. Думал, умру, а так и не поговорю с ними в полный голос. Уходи сам. За забор! Здравия желаю, господин полковник. Здравствуйте. Что нового? Место расположения отряда установить довольно трудно. Он постоянно передвигается. В бой не вступает. Что за стрельба? Не могу знать, господин полковник. А где сейчас полковник Тагуров? В доме их главаря, Султанбека. Едем туда. Прекратить стрельбу! Дом окружен!
Сопротивление бессмысленно, сдавайтесь! Ты кому это предлагаешь, щенок? Мы не сдадимся! Давай. Видит Бог, я не хотел убивать людей. Дзако! Дзако! Не стрелять! Бимбалат, мальчик мой, очнись, открой глаза. Открой глаза, сынок. Ну? Отец. 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 Господин полковник, банда Султанбека прорвалась в село через Сухую Балку. Мы отступаем. Сколько их? Около 300 сабель. Всем отходить. Отходить! Отец, здесь оставаться опасно. Уходи. Уходи.